Сегодня в Крыму нельзя говорить публично, демонстрировать свою принадлежность к любой организации, которая с судами Российской Федерации, оккупационными судами на территории Крыма запрещены или объявлены экстремистскими, и их деятельность запрещена. Каждый, кто вдруг упоминает само название Меджлис крымтатарского народа, он должен при этом сразу оговориться: организация, запрещенная в Российской Федерации. Такой закон в Российской Федерации. Но это не говорит о том, что наши коллеги, члены Меджлиса, они самоустранились или согласились с таким приговором. И тот весь опыт политической борьбы, который присущ нашему народу, опыт взаимодействия с режимами, которые открыто действуют против крымских татар, весь этот опыт нам дает возможности находить оптимальные формы нашей работы. Когда отсутствует профессиональная журналистика, когда не дают профессионалам работать, люди перестали за эти годы уже бояться, люди открыто приходят на суды, поддерживают, интересуются, пишут там, пускай не профессиональные, но какие-то статьи, это все снимают на обычные телефоны, которые впоследствии какие-то телеканалы берут эти записи и также публикуют. То есть это из положительного того, что происходит в Крыму, да, что начали появляться такие гражданские активисты. И даже это государству как кость в горле.